Я приветствую вас. По поводу добровольцев. Да, действительно, с 2014 года на территории Украины воюют чеченские добровольцы, и они воюют против российских оккупантов. Я бы не хотел бы говорить количество, а также не хотел бы говорить, откуда они едут в Украину. Но здесь я хотел бы поговорить и рассказать о более важном моменте. К примеру, поддержка Украины. Мы видим, что люди, страны, разные страны поддерживают Украину во всем, и добровольцами, и всем необходимым. Это очень важно. Это то, чего не было у нас, у чеченцев, когда Россия дважды вошла на территорию нашей республики и вошла без объявления войны. У нас такой поддержки не было. Не было ни в добровольцах, не было также ни в вооружении, ни в чем-либо другом. Не было даже словом. И эти многие страны, можно сказать, дали зеленый цвет на продолжение Ельцинской и Путинской войны против чеченцев. Наши силы иссякли, и ресурсы иссякли, и поэтому это основная, можно сказать, причина, что у этих добровольцев есть такой шанс противостоять этому врагу, российским оккупантам, к примеру, на территории Украины. Что движет этими людьми и почему они готовы рисковать своей жизнью? Как я сказал, из-за того, что враг у нас общий, это тот враг, который веками нас убивал и насильственно выселял с нашей родной земли. И во время этих двух последних войн, войн Ельцина и Путина, они убили у нас около 300 тысяч мирных жителей. Из них 45 тысяч детей. Война также, как сегодня и в Украине, велась самым варварским образом. Это был террор, это был геноцид чеченского народа. Также стреляли реактивные установки, «Смерч», «Град», «Ураган», били тактическими ракетами, бомбила авиация. И вот эта военная машина ядерной державы стирала с лица земли населенные пункты Чеченской республики Ичкерия. Вот, как я сказал, это наш враг, и это наш общий враг. Враг чеченцев, враг украинцев, а также и других возможных, потому что я уверен, что, зная аппетиты Кремля, что Путин не остановится на Украине. Тут здесь должны открыть глаза и другие народы. Литовцы, латыши, эстонцы, поляки, финны, казахи, Грузия, Азербайджан. И я считаю, что политика, сегодняшняя политика этого варвара, российского варвара, направлена для того, чтобы вернуть вот эти земли. Поэтому мы не имеем права отдавать наши земли. Это земля украинцев, а также, как я сказал, и других народов тоже. Поэтому наши добровольцы – это герои Украины, герои Ичкерии. По поводу, что бы я хотел сказать чеченцам и украинцам. Я знаю, что я не хотел бы разделять их. Они для меня одинаковы, как я сказал, герои.
и Украины, и Ичкерии. Но я, наверное, сказал бы лишь самые важные моменты, что именно в войнах нужно единство, нужна вера в победу, а также помощь народа, что очень важно, и дисциплина в наших рядах. А все остальное это не самые главные факторы для одержания победы в войне. Нам нужно единство, нам нужно понимание, нам нужна вера. Победа обязательно будет, я уверен, потому что я вижу поддержку всех людей. Почему? Потому что люди поняли, что Путин грозит не чеченцам, не только украинцам, он грозит всему человечеству. Поэтому это человечество открыло глаза, и поэтому пошла такая реакция в мире. Это основные моменты. Еще я хотел бы добавить от себя. Сегодня в средствах массовой информации встречаешь такие новости, где говорят, что чеченские полки, чеченские войска, чеченская милиция, чеченские солдаты. Знаете, это неправильное определение. Да, к сожалению, есть там десятки, может пару сотен даже чеченцев, которые участвуют в этой войне против Украины. Мы их не считаем чеченцами, мы их считаем отщепенцами нашего народа, и мы считаем их предателями чеченского народа. Я хотел бы, чтобы люди говорили как есть. Это российские войска. Это российские оккупанты. Я желаю этим нашим отщепенцам то же самое, что я пожелал бы врагу. Потому что они ступили на чужую землю за идеи Путина, за политику Путина и за эту войну. И общаясь с людьми, со своим народом, я вижу настроение людей, настроение чеченцев. Они не поддерживают эту войну, конечно же. Они против России, они против Путина. И они стоят сегодня за Украину. И они уверены, что Украина победит в этой войне, в этой варварской войне Путина. И мы будем с вами. И мы будем с вами до конца. Обязательно.